Я не ношу георгиевских ленточек, я не бегаю с флагом, так сказать. Патриотизм, он не меряется вот этими лозунгами. Патриотизм меряется тем, что вот ты видишь, так сказать, люди в грязи, в немыслимых условиях бытовых, так сказать, едут сюда для того, чтобы поднимать этих бойцов и перезахоранивать по-человечески, по всем христианским, мусульманским, иудейским, буддийским традициям, так сказать. И это они делают за свои деньги. Никто нам не помогает фактически, кроме определенных людей, которые такими же близки к нам по духу. Вот оно, мой ответ, так сказать. Я не смотрю на то, что там вот эти делают, как это, бессмертные полки. Вот они, бессмертные полки, ты их видел. Вот сегодня ты сам видел, сидел в яме, так сказать, 15 человек. 15 человек, не полный взвод. Вот он. Вот я считаю, вот это 9 мая, вот так мы празднуем. А кто празднует по-другому? Каждому свое. Проезжаю я зловещие места, там, где человек, главное богатство недр, где еще с войны бойцы лежат по трое на 1 квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток! Игорь Растеряев из «Магнитолы» поет о поисковиках, таких же ребятах, как наши новые друзья из мордовского отряда «Броня». Вместе с ними мы едем в деревню Лучково Зубцовского района Тверской области. В ходе Ржевской битвы каждая деревня в этом районе переходила из рук в руки десятки раз. На полях, в лесах и болотах все еще остаются тысячи незахороненных солдат. Думая об этом, глядя на лес, пролетающий за окном, становится не по себе. С 2001 года поисковики из Саранска ежегодно по нескольку раз приезжают сюда. За время работы нашего отряда совместно с зубцовскими поисковиками на территории Зубцовского района нами было поднято и перезахоронено торжественно с отданием воинских, гражданских, духовных почестей порядка 1300 бойцов и командиров Красной Армии. Из них около 400 были опознаны. Их родные, наконец, узнали о судьбе дедов и отцов. 15 вернулись домой, были захоронены на родине. Можно сказать, что более опытных товарищей для первой вахты мы бы вряд ли нашли. Причем с первой минуты стало понятно, все свои, без понтов и с желанием работать. Перед выходом на поиск инструктаж. Первое и главное правило – с любым железом не шутить. Если встретили проволоку, даже висящую, прибитую к деревьям, не сдергивать. Проволока бывало ставилась на так называемые ПОМС-2, противопехотные осколочные минные заграждения. Почему каждое утро расписываемся за технику безопасности? Сотню раз было оговорено: не знаешь, не трогай, ну ее нафиг. Эти вещи наказать могут очень жестоко. Это, знаешь, как мы обычно говорим, хорошо, если сразу и наглухо, а руки-ноги оторвет. Вот тут наступали советские войска, правда не 326-я, но 268-я или 368-я. Здесь была деревня, немцы ее сожгли. А на этой стороне этой деревни побило очень много нашей пехоты. Здесь все было серым от шинели, потому что вон из того подлеска немцы били из 80-миллиметровых минометов. И накрыли здесь очень много советских солдат. Мазь какая-то была наша. Наша разве? Я думаю, наша. Мазь? Ну да, как-то... Немцы клеймили обычно всегда. Ну это вот у него... Нет, Саша, у них не все было клеймленное. Крем для рук или для чего? Ну смотри, колпачок какой грубый, немцы такие не делают. Первый лес – болотистая местность за деревней Веригина. Друг Брони Сергей Баринов из отряда «Радоница» разведал 2 бойцов. Причем уже по дороге к точке обнаруживается первый солдат. Ну, голова получается вот здесь где-то. А, ну понятно, ну все. Ну, стандартный верховой здесь, разброс. да, скорее всего, вот здесь он где-то еще часть от него будет. И что, лопатка была у него, да? Да, это... получается, лопатка это вот твоя. А, ну да, вот она как раз вот здесь и была где-то, да? Хлорница. Хлорница целая. Фашистская, что ли? Нет, наша стекляшка. Бойца поймали металлоискателем на саперную лопатку. Андрей Некрасов остается на эксгумацию, остальные идут к следующей точке. Значит, вот здесь ребрышки будут. А вон там головка еще второго. Земля уже оттаяла, раскоп залит водой. Сергей Баринов обнаружил останки по ящику с пулеметными дисками. Один из бойцов так и не выпустил его из рук. По мере осушения раскопа показываются кости черепа
и зубы. Челюсть прям вся. Вообще не стертые, прям такие зубы. Да, ну, не вот стертые, тоже видишь, они же бывают такие вообще, да? Да, мы переняли все зубы до единого. Видимо, парень молодой был и деревенский, потому что видно, что было выращено на молоке. Ну да, кальция много было, зубы хорошие. Поисковики аккуратно, насколько это можно, в жидкой глине слой за слоем поднимают кости и вещи бойцов. Задача не только изъять все останки, но и найти вещи, которые смогли бы помочь опознать солдат. Осмотр снаряжения дает первые выводы. С опытом мужичок был. Вот. Противогаз, фляжка немецкая, тоже была взята. Пластик. То есть намного шире, намного... Зеркальце такой, да? было. Да, может быть, карандаши попадаются. Тут смазка для оружия, видимо, тоже немецкая была в бою взята. Скорее всего, это были пулеметчики. То есть один с винтовкой, другой один с пулеметом? С винтовкой, да, другой с пулеметом, с Дегтяревым. Вот. Вместе воевали, вместе? Да, вместе лежат, как говорится, накрыло в одном месте их. Наравне с нами на раскопе работают ученики Щеколдинской основной школы и ее директор, давний друг поисковиков Наталья Тюлегенова. Улучив момент, я задаю ей вопрос, который впоследствии задам каждому в отряде. Многие задают вопрос, как это ты там можешь все это делать. Все-таки вот но сейчас... это как это даже не работа, не хобби, я даже не знаю, как это назвать. На самом деле. Долг? Да, это, наверное, долг да, какой-то, да, какая-то дань. Они за нас здесь пали. Все-таки воевали. Как-то это теперь уже, наверное, даже часть жизни, что ли. Всю зиму ждали. Весенней вахты. Кому-то надо этим заниматься. И, наверное, да. Правительству это не надо. Ну, хотя бы мы тогда на свои деньги это сделаем. Как-то да. Многие как-то спрашивают, что вам за это платят, что ли, и как. Говорим, нет, мы даже сами выбираем дни, финансы. К сожалению, бойцы так и остались неопознанными, но все же, наконец, вернулись с войны. 3 человека в первый день, большая удача. Упаковав останки, группа возвращается в лагерь. Броня объединяет поисковиков из Саранска, Твери, Зубцова, Москвы, Саратова, Ярославля. Сюда, на реку Осуга, их позвали земляки, бойцы 326-й стрелковой дивизии. Сформированная в 1941 году в Мордовии, незадолго до второй Ржевско-Сычевской операции, она была пополнена маршевыми ротами из Средней Азии и Якутии. И в ноябре-декабре 1942 года 1101-й полк этой дивизии почти в полном составе погиб при подходе к высоте Безымянной, урочищей Васильки и форсировании реки Осуга, там, где расположился наш лагерь. Сейчас мы находимся как раз на месте, где шел немецкий укрепрайон. Здесь вот мы стоим непосредственно на месте, где шли немецкие траншеи, вот, которые наши ребята, вот, уроженцы там, Мордовии, Якутии, Казахстана, Украины, Белоруссии. Здесь они практически все и остались лежать. Бои здесь были ужасные. Как рассказывали выжившие, вот склон этой безымянной высоты немцы перед наступлением наших войск поливали водой. Все это замерзло, и наши буквально карабкались по этому склону, чтобы зацепиться. Нами здесь поднято было порядка 200 человек, именно которые сражались в этом полку, 1101 полку, не говоря о других полках. Вот, очень много было, ну, порядка, наверное, 100 имен установлено из тех, кто здесь полег. Для нас было парадоксом, когда мы начали поднимать списки, многие по донесениям числились не убитыми, не пропавшими без вести, а ранеными. И потом уже, опять же, поднимая воспоминания ветеранов, выяснилось, что многие вот так называемые раненые в тех боях ноября-декабря, они остались на этих полях лежать. Просто некому было эти раненых забирать с полей. Они просто умирали уже на поле боя непосредственно. За время работы отряду даже удалось найти 2 уроженцев Якутии, красноармейцев Попова и Потапова. Родственников обоих удалось установить, но в полях и лесах от высоты Безымянной до нашего лагеря все еще лежат сотни бойцов и командиров 326-й и других дивизий. За мной сейчас деревня Лучково. Сегодня второй день наших поисков.
Именно здесь, перед деревней, проходила первая линия обороны немцев. Вторая линия обороны. Посмотрите, вот где сейчас опушка леса, там траншеи немцев, стояли пулеметы. По этим пулеметам работали советские минометы. И здесь прорывалась советская пехота, шло наступление. По ним, в 3 километрах отсюда, Волчьи болота, работали 105-миллиметровые немецкие гаубицы. Дислокация на момент самых кровопролитных боев на Лучковом поле понятна. Это жизненно важная информация для поисковиков. Только зная расположение полос обороны и наступления, можно рассчитывать на успех. Видишь направление основных ударов, так сказать, работаешь по ним, выходишь на позиции, смотришь сектора обстрелов, так сказать, немецких стрелков, и по этим секторам уже ищешь, пытаешься найти сопутку, которая идет, это там гранаты, предметы вооружения, так сказать, саперные лопатки, и пытаешься по этому пятну найти уже бойца. На поле идет как поиск с помощью глубинных и верховых металлоискателей, так и с помощью щупа. Но самый точный прибор опытного поисковика – лопата. Прибор щуп – это не показатель. Самый лучший показатель – лопата. Выносить просто все подряд. Ну, в принципе, так. Не лениться и... Да. Просто бахаешь все воронки, которые видишь. Одна из них по-любому выстрелит. А ты рукой пощупай, что там такое? Полукруглое, круглое, квадратное. Хотя на этом небольшом поле поисковики работают уже десятилетиями. Оно нет-нет, но отдает бойцов. Но сегодня, кроме осколков и мусора, ничего. Зато на следующий день огромная удача. Дмитрий Сафронов из Саранска, Сергей Баринов из Москвы и двое якутян, Виктор Иванов и Дмитрий Филиппов, обнаружили и подняли бойца. Причем на останках был обнаружен медальон. Одна воронка меня чем-то привлекла своим видом. Я попросил ребят проверить прибором. Прибор ничего не показал. Но при проверке щупом мы обнаружили наличие металлического предмета в воронке. Потом, немножко проработав щупом эту воронку, мы наткнулись на костяные останки. Медальон, который мы нашли где-то примерно в середине раскопа, вселил такую уверенность, что мы найдем его имя, найдем его родственников, соответственно, этот боец, если найдет упокоение, его война завершится. Медальон металлический, и это плохо. В отличие от эбонитовых пеналов, металлические плохо сохраняют содержимое. Командиру отряда Алексею Кузнецову предстоит долгая и кропотливая работа по вскрытию капсулы. Бланк, да? Внутри стандартный личный бланк красноармейца. Просто вытянуть его из капсулы нельзя. Алексей аккуратно разламывает капсулу вокруг бланка. Капсула 75 лет пролежала в земле, сильно разрушилась, а сам бланк пропитался ржавчиной и почернел. Одно неверное движение, и боец так и останется неопознанным солдатом. Документ, свернутый в 1942 году, разворачивают иголками. Кажется, воздух в лагере можно резать ножом. Старый бланк. Нестандартный бланк. Мобилизован. Группа крови. В сторону главное вывернуть. Вверх снил и там черноту. Хоть чернила и расплылись, нижняя часть документа поддается прочтению. Есть первая зацепка для поиска. Гаврилов Ямский, блин. Гаврилов Ямский, Арсланская область. Если Гаврилов Ямский район, Гаврилов Ямский, да, вон район, Гавр, вон видишь. Гаврилов Ямский, значит. Земляк. Боец был призван Гаврилов-Ямским военкоматом. Удалось прочесть дату и место рождения. Деревня Наквасиха. Тем не менее, работа с медальоном продолжится. Предстоит компьютерный анализ, который позволит прочесть еще больше. Но уже сейчас есть надежда на опознание бойца. В нашем районе организация проводит поисковую работу уже 16 лет.
восстановил по крупицам судьбы более 400 павших на Зубцовской земле защитников Отечества. Официальное открытие вахты памяти 2017 на мемориале «Московская гора» города Зубцова. Этой весной в район прибыли более 20 отрядов, почти 500 человек. Весенняя вахта – основа для всего сезона. И поскольку именно в весеннее время ребята проводят основные разведывательные работы и могут быть выявлены массовые стихийные захоронения, по факту чего примется решение, возможно, даже и об усилении, о необходимости привлечения дополнительных сил. Броня не любит официоз, хотя я выразился неверно. Скорее, ребята не любят тратить драгоценные часы вахты на официальные мероприятия. Они считают, что про родину и память надо не говорить. Для родины и памяти надо трудиться. Здесь фанаты своего дела, потому что здесь в лес выходят только люди с повышенной ответственностью и с повышенным патриотизмом. Это практики. Патриотизм на практике. Не на словах, что мы любим свою родину, мы там порвем все на себе, выпьем там, все там, начистим кому-то лицо. А здесь просто практики. Патриоты практики. После долгой и кропотливой работы владельца металлического медальона удалось установить. Им был Павел Иванович Захаров, наводчик ПТР 269-го отдельного противотанкового дивизиона из деревни Наквасиха Ярославской области. До войны Павел Иванович был плотником, имел 6 детей. В сентябре этого года красноармеец Захаров наконец вернулся на Ярославскую землю. Он же своей рукой, наверное, заполнял этот медальон, я так думаю. Представляете? Это 75 лет прошло, чтобы он вот появился в нашей жизни. Он же не просто так пришел, правда? Он пришел, чтобы остаться с нами. Комдиву Соколову искали 6 лет. Нас нашли за месяц. Знаете, в таких случаях веришь уже в какое-то, не знаю, вмешательство, честно, высших сил. Бесконечная благодарность. Работа продолжается. Вчетвером мы двигаемся к 2 высотам, где располагались немецкие позиции, по большей части для разведки местности и поиска одиночных верховых солдат. Мы на высоте 211. Тут она превосходит вот над всей окружающей местностью. Тут были поля, лес здесь молодой. А немец мужчина не дурак был, и на этой высоте закрепился. Тут везде следы воронки, следы ходов сообщений. Так что за эту точку наверняка были бои, следы коих мы и видим, вот этот котелок. И сейчас мы здесь будем искать наших солдатиков методом с помощью металлодетектора и щупа. А как мы нашли это место? Мы вчера на него вышли. Тут, здесь 211 высота, там высота 208. И со стороны Щеколдина оттуда наши войска вот шли сюда. Будем работать. Может быть и осколок, который маленький на поверхности лежит, а может быть крупный предмет, который на глубине. То есть каска, да, котелок? Каска, да. Но учитывая то, что попасть я не могу в него, поэтому мне, значит, осколочек. Работа металлоискателями щупом чем-то напоминает рыбалку. Сигнал как поклевка. Щуп упрощает разведку и позволяет дотянуться до глубин, куда минак уже не добивает. И как самый точный инструмент, то и дело в поиск включается лопата. Оба, все такой уголек. Уголек опять. Собака не дает глина зацепиться. Я по пояс стоял. Понял? Отдельная история – работа с воронками, особенно в болотистой местности. Недалеко от урочища Холм Березуйский на стыке путей наступления 1097 и 1101 полков 326-й дивизии разведаны 2 воронки. После мотопомпы жижу поднимают лопатами, ее перебирают помощники из Щеколдинской школы и Магнитогорского отряда. Берем вот так вот земельку и перебираем, да, на наличие. Вот, например, вот я схватил. Это кость у меня попала. Как отличие, если вы не уверены, что это кость, либо спрашиваете, да, у старших здесь, либо смотрите по слому, но здесь тяжело разглядеть, она внутри будет пористой. Работа на воронке заняла несколько часов, почти весь световой день. Всего из воронки удалось вернуть 3 неизвестных бойцов.
Иногда находят воронки, скрывающие до нескольких десятков солдат. Все зависит от опыта, удачи и чутья поисковика. Все идет на счастье поисковика. Здесь разные условия. То есть, если может залегать в большом блиндаже, это 3-метровой высоты, а рядом с блиндажом может лежать верховой солдатик, который будет находиться на уровне 10 сантиметров. То есть здесь полностью полагаться необходимо на свое чутье. То есть чутье никогда не обманывает. Все люди, они это могут. То есть определить, где находится примерно боец. Хотите, не хотите, хотите верьте, хотите, нет. Просто необходимо немножко отбросить все свои работы, все. И необходимо немножко раствориться в лесе. Он мне тупой зато. А здесь война нас припугнула, причем конкретно. Во время разведки предполагаемого блиндажа в 50 метрах от автомобильной дороги мы обнаружили склад зажигательной смеси. Причем не классического коктейля Молотова, то есть масло, бензин, а смеси КС, проще говоря, раствор белого фосфора, воспламеняющийся от контакта с воздухом, с температурой горения в 1000 градусов. И эта смесь даже через 75 лет самопроизвольно загорелась, прямо в раскопе. Чудом никто не пострадал. Здесь очень много противотанковой смеси КС. Видите, даже щупом сейчас командир проткнулся разведать для саперов. И доступ кислорода через крохотную дырочку от щупа дал реакцию. Поэтому здесь крайне опасная штука. Мы отметили ее лентами, но не дай бог чё. Поэтому лучше сюда не лезть вообще и дождаться саперов МЧС России. При любых опасных находках поисковики обязаны обращаться к взрывотехникам. А наша находка считается среди них одной из наиболее опасных. Это очень опасная вещь. Я считаю, риск погибнуть очень высок при извлечении таких предметов, связанных с стеклом. Они срока годности не имеют, так сказать, и погибнуть от такой штуки можно элементарно. Боеприпасы, да, боеприпасы, как бы, ну, надо быть реалистом, это все-таки механика. Боеприпас пролежал в такой сырой среде, агрессивной, так сказать, более 70 лет, соответствующей, конечно, стабильность его, ну, более-менее такая, ну, я бы не сказал, что безумно опасная, так сказать. Надо просто, к любой вещи надо приложить уважение. Даже к этой вот железке, которая могла убить там солдата, она может убить тебя сейчас. Но если ты не будешь ее уважать. Час назад ребята слышали взрыв примерно в этой местности. Скорее всего, саперы МЧС России уже подорвали нашу опасную находку. Давайте пойдем посмотрим. Воронка на месте бывшего раскопа впечатляет. Опасная находка уничтожена. Так что в этот раз костлявая, дыхнув вонью сероводорода, прошла мимо. Мы уже пообвыклись в среде поисковиков, и я хочу сказать пару слов о ребятах из отрядов «Броня», «Ополченец», «Радоница», «Туман» и других, с которыми удалось плечом к плечу поработать на вахте. Во-первых, команда радушно принимает новичков, и с первых минут мы перешли на «ты», но и лишних людей в ней нету. Причем поисковики практически сразу заряжают прямо фанатической преданностью делу. Вечером возвращаешься, уже ног не чувствуешь, где-то там хочется уже бухнуться куда-то, да, в палатку, поспать и вдруг там где-то выясняется, что еще боец. Да, опять подрываются ребята с ножами, с какими-то этими, идут, ищут, ковыряют до поздней ночи. По колено для меня до сих пор в шоке, например. Я тоже лезу туда, но, блин, как ребята это делают самоотверженно, да, в жижу, в жебель, на глубину, руками, голыми. Ну, есть у нас с кого брать пример, действительно. Поиск объединяет банковских работников, полицейских, журналистов, строителей, военных и работников образования. Удивительно то, что в повседневной жизни встречаться удается нечасто, зато на вахте все одна семья. Трудолюбивая, дружная и не боящаяся трудностей. Мы уже знаем, зачем и куда мы едем. То есть уже люди готовы платить свои деньги, они знают, куда едут. Что да, здесь будет, блин, извиняюсь за грубость выражения, попенгадин, здесь будут лить дожди, здесь нужно спать в палатке, что утром не всегда тепло и не всегда светит солнышко. Но пацаны-то, блин, здесь лежат. Практический пример товарищей – один из основных мотивирующих факторов. К примеру, один из лучших разведчиков брони Дмитрий Сафронов пришел в отряд после того, как другие поисковики нашли и опознали его пропавшего без вести дедушку. Смоленские поисковики в 2005 году, они
обнаружили место его захоронения. Вот. Ну и, соответственно, сообщили мне, как бы, и с этого все началось, как бы, предыстория. Может быть, кому-то это все равно. Ну, вот лично мое мнение, как бы, да, вот то, что у меня вот дедушка мой воевал, да, не знаю, мне было честью узнать, где он похоронен, потому что я приехал, поклонился ему на могилу. И наши штурмовали отсюда, с той стороны и с этой стороны. Как бы здесь наколочено много. Вот туда в 800 метров 2 ямы, воронки по 80-60 человек наших там набито было. Ну да. Ну здесь наши вот тут лежат. Вот ячейки. До позиции добегают. Вон там где-то метров 60 как раз. 100. Там наши лежат. То есть вот отсюда на дистанции эффективного огня еще? Да, отсюда. Разведка и поиск у трассы Москва-Рига. Мы начинаем от точки, где стоял немецкий пулемет. Кто-то, видимо черные, даже выкопали цинк со сгнившими лентами от МГ. Советские солдаты здесь могут быть как верховыми, незахороненными одиночками, так и лежать в индивидуальных стрелковых ячейках. У меня по верхам совсем глухо, одни гильзы и осколки. Зато Виктор Иванов снова на коне. Увидел небольшое углубление, начал его прощупывать, наткнулся на железо. Скорее всего, это было один из этих патронов. Вскрыл, начал шурфить, обнаружил часть кожаного подсумка. Дальше чуть заглубился и, значит, обнаружилась вот косточка. Эти поля рекультивировали после войны, то есть перепахали тракторами. Поэтому останки неполные и сильно фрагментированы. На глубине в 2 штыка нашлись кожаный воротник, остатки шинели, сгнившие гранаты РГД-33 в рубашках. Видите, у него, у бойца, все гранаты были приведены в оборонительное положение. То есть собирался он их использовать из стрелковой ячейки, которую мы сейчас раскапываем. Тем не менее, шурф максимально расширяется и углубляется, но в результате удалось поднять лишь горсть косточек. Зато на следующий день, буквально в сотни метров, Дмитрий Сафронов находит солдата в ячейке. Глубина залегания больше метра. Вокруг разбросаны гильзы от осветительных ракет. По мере расширения становится понятно, что бойцов двое. Боец уходит в сторону полностью. Цвет грунта меняется. Вот, в основном вот серый, и дальше он будет темнее уходить. Ближе к останкам он будет темнее. Бойцов все-таки двое. Один с офицерским ремнем, оба в немецких маршевых ботинках. С нехитрым фронтовым скарбом, котелками, бритвенными наборами, ложками. На самом дне нашлась и причина гибели безымянных героев. А ты видел там все, там ноги, все в кашу? Там все в кашу, голову просто в кашу. Да, досталось погано. Это от чего осколка? Не знаю, на чего, очень большого. Большое что такое? Что-то очень большое. Причем не то, что большое, а относительно крупная вещь. Один из солдат, судя по всему, командир. Офицерских кубарей нет, но при солдате остатки планшета и ракетниц. Советский сигнальный пистолет. Видимо, хотел зарядить, раскрыл, ставил красную ракету, а застегнуть обратно. Да, железный. Для солдата и командира, хоть и неизвестных, война закончена. Мы возвращаемся в лагерь. Первая для Якутии вахта памяти стала возможна при поддержке фонда «Победа», получившей грант Министерства по развитию гражданского общества. Патриотическую инициативу поддержали региональные отделения ДОСААФ и Россоюзспас. Кроме нашей группы, поисковики из Якутии выехали в Сталинград, Ржев, Старую Руссу и на Синявинские высоты для поиска и захоронения останков павших воинов. Сегодня у нас первый день поисков, 26 апреля. Остатки снаряда. Сегодня копали одного бойца. Нашли только кость от
Плечевую кость только нашли. Возможно, наиболее сложные условия были у группы на Синявинских высотах. Всю вахту ребята из Якутии бок о бок с бойцами питерского отряда «Миф» и поисковиками из Казанского возвращения проработали по колено в воде. Нет, правее, ближе ко мне. Вот кость сверху, вот это, да, вот эту кость сразу доставай. Да. Это свобода летящая, лучевая кость, плеча нету, где луча нету. Я не разбираю. Вот еще. Под ней. Что? Вот под ней было. Луч, да? И лучевую снимай. Плеча нету? Или это плечо? Нет? Кривая, лучевая, давай. За время вахты на Синявинских высотах, помимо тактики поиска, безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и правил подъема и сортировки останков, якутские поисковики освоили даже начальный курс антропологии. Эта наука играет не последнюю роль в опознании бойцов. Смотрите вот на плечи, да, они разные. Соответственно, можно по плечам определить, ну, в том числе расу, да, то есть кто значит монголоиды, да, это в первую очередь там обитатель там Средней Азии в том числе, да. Видите, так называемый рисунок, у кости есть рисунок, видите, у него как заворачивается, да, вот это вот. Нет, это не перелом, это как раз особенность монголоидных костей, да, то есть они постоянно скакали на лошадях, то есть, во-первых, у них будут, ну, ноги достаточно такие выгнутые, вот, а во-вторых, вот такой вот рисунок. А это, скорее всего, ну, не скорее всего, а европеоид, да, видите, у него не закрученный абсолютно. Всего за время весенней вахты 30 школьников, студентов, преподавателей, ветеранов и спасателей из нашего региона в составе более опытных отрядов и самостоятельно подняли 382 солдата. С помощью посмертных медальонов установлено 22 имени. Но главное не цифры. Первые якутские поисковики в первую очередь учатся ремеслу. Раньше, конечно же, понятия вообще не было, то есть не представлял, как это делается. Ну, сейчас вижу, что это на самом деле люди работают, очень серьезный такой труд. Найдем кого-то. Просто репетиция. Нет, мы видели Су-24, когда двух солдатиков-то поднимали, помнишь? Вернемся в Зубцов. В крайне перед отъездом день над нами в сомкнутом строю пролетели сушки русских витязей и миги-стрижей. Летчики готовились к параду на 9 мая. Мы посчитали, что это добрый знак. И действительно, не прошло и часа, как Дмитрий Сафронов и Сергей Баринов зацепили на каску воронку. Предположительно, ну, человек 6 уже. Старый? Как минимум 6 человек найдено. Это воронка, да? Да, я думаю, это воронка, ну, по мы с тобой край осколкам. Мы с тобой край. По осколкам и по, так сказать, сопутке пока видим, что воронка. Сейчас Дима пробьет глубину, посмотрит. Ну, вот центр где-то здесь, потому что там глубина. Эмирович, на какой глубине там они? Где-то. Не, меньше. Начинается. Ага. Вниз идут, да? Уже. Там уже рядышком, да? Слой за слоем мы углубляемся в воронку. Солдаты лежат буквально штабелями. Сохранность останков хорошая, грунт почти сухой. Такое впервые за вахту. Бойцы лежат в снаряжении вместе с останками, подсумки, противогазы, каски, остатки ремней и фурнитуры. Идет медленная и кропотливая работа. Слой за слоем выкапываем. У тебя тоже фон? Все? Там тоже чем-то есть? Да, и у меня тут человечек лежит, солдатик. И вот подо мной тоже солдатик есть. Очень много солдатиков здесь. Так вот слой за слоем вытаскиваем, все аккуратненько, чтобы было. Чтобы, не дай бог, не повредить останки, чтобы не пропустить никакой мелочи. Самые мельчайшие косточки. Не дай бог, что-то для опознания солдатиков. Там ложки, котелки. Вот, все очень аккуратно. И мелкими лопатками работаем, совочками, ножами. Знаете, жуть такая на самом деле. Вроде и радость за то, что нашли, что то, что сейчас поднимем, мы, может, даже опознаем. А вот, когда вот вынимаешь череп, а у него зубы, как у 18-летнего, это, да, это наводит жуть. Сейчас я вам покажу, как работа ведется. Видите, вот так вот. Так, ножичком аккуратненько так череп освобождают. Так, что это? Что это? Что-то металлическое? Нет, травинка. Так, аккуратненько освобождаем череп. Оп, 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 оп.
Ой, тут даже волосики сохраненные, что ли. Бедный парень. Бойцов в яме по мере расширения находится все больше. Почти все свободные руки заняты на раскопе. До вечера надо успеть качественно поднять воронку. Да и тучи сгущаются. Дождь может конкретно подпортить жизнь. Вот, собственноручно обнаружил котелок. Вечером отмочим, посмотрим, может, есть инициалы. Лежала вот здесь. Вот на этой каске, на Халхингол. И вот посмотрите, вот в целом на раскоп. Это просто ужас какой-то. Это апофеоз войны. Видите, черепа, кости. С каждой минутой раскоп расширяется, и картина становится ясной. Именно на этой воронке в раскопе работать тяжело. Не физически, земля сухая и проблем с подъемом нет. Останки лежат так же, как лежали тела солдат 75 лет назад. И впервые за время вахты мы так предметно видим смерть, не скрытую слоем грязи или воды. Серег, скажи, что чувствуешь, вот, раскапывая солдат? Пустоту. Тяжесть. Печаль. Что можно сказать? Вот что ты чувствуешь сам? То же самое. Ну вот видишь, давление земли прям на грудь. Подъем продолжается. Кости складываются в полиэтиленовые пакеты. Черепа отдельно, для сохранности. Выделить отдельный скелет практически невозможно. Рядом снаряжение, чтобы изучить на предмет подписных вещей или передать родным в случае опознаний. Вся земля из раскопа тщательно просеивается. Капсула медальона меньше мизинца. В руках может быть судьба какого-то человека, радость его родных от того, что наконец-то родственник на родную землю прибыл. Примерно в метре глубины начинается материковая почва. Выборка воронки почти завершена, но на самом дне поисковик из Москвы Сергей Исаев находит заветную эбонитовую капсулу. Вот он, я знал, что будет. А я тебе говорил. Значит, нам, говорит, вдвойне везет сегодня. Ура! Вот он! Не надо раньше радоваться. Вот он, человек. Сереж, ко мне развернешься? Вот кому банку сгущенки. Главное, чтобы не пустой был. Да. Дайте сигарету. Миш, наливай. Не зря. Да, вот, сейчас, Эмирыч, мы по-любому не зря, так сказать, мне кажется, да? Брат, дай бог. Прямо в штанишках, все как по уставу. Да. А я же начал ковырять, Стас. Ну да. А я смотрю, такой думаю, под Питером откопали там. Тянется рука, тянется. Так я знаю, куда я копаю-то, ёпта. Плотина. Развал отвалился, такой, думаю, смотрю, черное, что-то знакомое такое, прям я такой. Руки втянулись. Ну как-то так все, прозаично. Магия не свершилась. Ну как ты не Ну а что чувствуешь? Скажи. Чувствую. Удовлетворение, да? Удовлетворение будет, если там хотя бы бумажка читаем будет, удовлетворение. А если еще это радио найдет, то вообще будет замечательно. 15 бойцов и медальон. Болтать. Серьезно? Да ладно. Не поверишь, Коль. Прикинь? Эбонит, металл. Эбонит. Шикарно. 15 бойцов и медальон. Это здесь, на поле? Да. 10 метров от Лучковской. Яма? Ага. Яма. Молодцы. Красавцы. Дмитрий. Единственным из 15 опознан стрелок 239-й стрелковой дивизии Григорий Петрович Скуратов, 901 года рождения, уроженец Сараевского района Рязанской области. Записка из смертного медальона визуально не читалась. Данные отсканировали и отправили на экспертизу в Минск одному из корифеев работы с подобными артефактами Александру Дударенко. Он восстановил имя солдата практически моментально. 14 остальных бойцов остались неопознанными. Так вот, Наталья Юрьевич. Может, один из них с Якутии.
Слова Алексея Давыдова почти пророческие. Уже работая над этим фильмом, я просматривал донесение 239-й стрелковой дивизии по безвозвратным потерям. Григорий Скуратов в документе проходит под номером 236. За номером 233 Гаврил Терентьевич Колодезников, 1902 года рождения. Номер 230 Луковцев Иван Егорович, 1900 года рождения. Оба из Татинского района Якутии. Якутяне были убиты 26 ноября 1942 года. Скуратов из Саратовской области и Луковцев и Колодезников из Якутии погибли с разницей в один день. Но это не показатель. В донесении потери могли растянуть на 2-3 дня. Первичное место захоронения у всех указано одно – деревня Пищагино Зубцовского района. Хотя Скуратова мы нашли в воронке у села Лучково. Может быть, в той же воронке были и якутяне, и так и остались неизвестными. Это братское захоронение у деревни Веригино с 1991 года. Здесь нашли упокоение более 10 тысяч бойцов и командиров, найденных поисковиками в Зубцовском районе. Здесь же совсем скоро будут захоронены солдаты, найденные в этом году. Рядом с мемориалом строится часовня. Автором идеи был Александр Константинов. Даже сейчас, во время вахты, он продолжает работать на стройплощадке. На пожертвования, а кое-где и на собственные средства. В течение 5 лет шла работа. Ветеран боевых действий уверен, совсем скоро часовня будет освящена. На сегодняшний день часовня там пока что не достроена, но все основное для нее есть. Есть колокол, витражная икона, корпус, памятник, корпус часовни, я имею в виду. И надеюсь, с Божьей помощью и с людской помощью неравнодушных людей мы в этом году часовню достроим, осветим, и она будет, ну как, это наша дань памяти ушедшим. А это уже август, традиционный месяц захоронения в Зубцовском районе. Отряды готовятся отдать последнюю дань найденным с осени прошлого года красноармейцам. Останки укладываются в гробы. У немногих известны имена. В день освобождения города Зубцов почтить память воинов Красной Армии прибыла делегация из Якутии. На мемориальном кладбище на Московской горе открыт памятный камень для увековечения вклада воинов-якутян в дело освобождения города и области. Люди будут приходить, будут вспоминать, что здесь весь Советский Союз воевал. Не только якутяне, не только башкиры, таджики, евреи. Все воевали. Это мы с Федором Владимировичем говорили, когда это затевали, говорили о том, чтобы все края областя такие же памятные плиты поставили. Правильно? К сожалению, не так велик процент открытия фамилии. Поэтому очень нужно и нужно. Поэтому ребята молодцы. И спасибо, что вот наш ДСАФ, Черных Сергей Георгиевич, Котов Олег Петрович вот этой работой занимается, направляет сюда наших ребят. На самой церемонии захоронения поисковики стоят подаль от громких речей. Этот день апофеоз работы. Все заметно нервничают, эмоции переполняют каждого. Но всегда самый трогательный момент – встреча с родственниками найденного и опознанного бойца. Сегодня у брони их двое – Григорий Петрович Скуратов и Иван Андреевич Платонов. Он был найден 22 июня. Очень рад, что нашлись родственники, и они смогли доехать и почтить память своего героического предка. Аж как-то так вот. Большое спасибо поисковому отряду «Броня», командиру Алексею Кузнецову и всему ему отряду. Низкий поклон, благодарность, успехов вам дальнейших и удачи в вашем благородном деле. Имя второго красноармейца-санитара. Платонов Андрей Иванович, уроженец Московской области, города Сергиева Посада. Его останки были найдены 22 июня, что очень символично, 22 июня этого года в районе бывшей деревни Лущево. Найдено новичком нашего отряда из Ярославской области. Вот, прошу подойти родных сюда. В воронке находились останки 3
красноармейцев. У одного из красноармейцев, вот мы сейчас покажем. Было найдено около 15 монет, карандашик и очки в футляре находились. А также, Денис демонстрирует, была найдена нательная иконка. Это мы передаем родным. В этом году, в день освобождения города Зубцов, на мемориале в деревне Веригино, через 75 лет после гибели, наконец нашли покой 202 солдата и командира Красной Армии. Поисковики с тяжелым сердцем прощаются со своими бойцами. Приехав сюда, я ощутил тот момент, что я обязан, должен, может быть, проявить уважение к погибшим, попробовать найти как можно больше пропавших без вести солдат. Важно, так сказать, то, что мы их поднимаем, так сказать, и желательно, конечно, больше, потому что время идет, 75 лет уже прошло, и останки, конечно, просто превращаются в землю, так сказать, и скоро останутся только просто, в лучшем случае, там, да, какая-то сопутка и все. Это как вот действительно несмываемое какое-то пятно крови, да, на рубашке, которое на зеленой рубашке. Каждый боец — напоминание, что мы им должны, не знаю, по гроб жизни, наверное. И детям нашим должны это заповедовать. А наша война — это не законченная. Поэтому мы ее пытаемся приблизить к концу. Как говорится, чем больше нас, тем, возможно, быстрее этот конец и настанет. У каждого из россиянина сидит внутри то, что мы обязаны своей жизнью, своим продолжением, своей идентификацией, что мы русские. Именно вот этим бойцам, которые здесь остановили немца, сломали ему хребет под Ржевом и погнали дальше в свое логово, где его разбили. То есть каждый человек, он как бы в душе хочет этого, потому что у нас просто, мы везунчики, нам повезло, потому что мы туда попали, здесь растворились. То есть мы все объединены одним, вытащить больше солдатиков, вернуть их на небо, вот в тот строй, который вот у нас уже 1300, вот, чтобы их было, если нам Бог даст, не 1300, а 2300, вот как можно больше имен. Вот и закончилась наша вахта. 3 недели вместе с отрядом «Броня» из Мордовии якутские ребята поднимали солдат. Конечно, уже хочется домой, но в то же время и уезжать не хочется. Осталось чувство недосказанности, чувство недоработанности. Как всякие поисковики, мы, уезжая, извиняемся перед солдатами и командирами, которые все еще лежат здесь, на Ржевском выступе. Уезжаем, мы обещаем, что обязательно вернемся сюда и будем работать. Thank you.